История парка Дубровина, его культурно-исторических и памятных мест. Такую тему выбрала для себя Астрида Скринда, главный редактор научного журнала, который издает Даугавпилский университет. Наряду с теорией практика является обязательной составляющей экзаменов для слушателей курсов по обучению новых гидов. Занятия начались в конце апреля и проводились согласно обязывающим правилам городской думы по оказанию услуг гидов в Даугавпилсе. Темы для экскурсий будущие гиды выбирали сами. Многие смогли предложить свежий туристический продукт. Например, Даугавпилский университет как центр образования и науки. Или город Н глазами Леонида Добычина с участием в экскурсии актеров Народного театра «Искатель». Познавательным и вкусным было знакомство с семьей Митрофановых, известных в Двинске купцов, меценатов и общественных деятелей. Экскурсантов почивали баранками, испеченными по семейному рецепту. Сама являюсь родственницей Митрофановых, и мы с ними давно думали, как бы можно было бы акцентировать вот историю семьи и связать с городом, и еще раз показать историю города через призму вот этих вот интересных событий. Тем более, что наследие, которое они оставили, и известное городу, и в том числе неизвестное городу, оно могло бы быть интересным. На курсах изучались история Латвии, Латгалии и Даугавпилса, ораторское искусство, психология, методика ведения экскурсий, основы индустрии туризма. Интенсивный ритм занятий выдержали 28 человек. Все они учатся или работают в разных сферах. Некоторые уже проводят экскурсии, как, например, Эвелина Балоде и Марис Грунскис, однако признаются, что открыли много нового для себя. Туризм развивается, мы это видим. Во время наших экзаменов мы их сдавали несколько дней, мы уже встречались с корейской группой, да, и оказывается, этот гид, который там работает, мы увидели, он уже не первый раз приводит группы из Литвы. Эти курсы дали много нового, интересных материалов, и увидел вообще, как можно это делать в других местах, как делают другие люди, специалисты, профессионалы своего дела. И действительно, это что-то такое, о чем в некоторых вещах ты даже не задумывался, как можно это делать. Очень интересно. На выпускном мероприятии всем вручались удостоверения об окончании курсов с правом получения сертификата гида. Сертификация уже работающих и новых гидов, упорядочение туристической отрасли и оказание туристам качественных услуг – основные задачи самоуправления. По мнению вице-мэра Яниса Дукшинского, деньги, выделенные городской думой на проведение курсов, использованы по назначению и с пользой. В городе Даугавпилсе будет больше гидов, которые специально подготовлены для нашего города. И это только, я думаю, увеличит наш престиж и будет больше развивать наш туризм. Теперь дело за малым – получить заветный сертификат гида. А то, что их будут привлекать к работе, у организаторов курсов сомнений нет. Ведь они могут вести экскурсии на латышском, русском, английском, немецком и польском языках, что уже заинтересовало туроператоров.